Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім? Бүгінгі сұхбатты сахалық 10 тілде сөйлейтін полиглотпен өткіземін. Жалпы сұхбаттың мақсаты бірнеше түркі тілдерінің ұқсастығын айқындау. Осы сұхбатты бастамас бұрын менің каналыма бірінші тіркеліп қойыңыздар. Енді бастасақ болады. Сәлеметсіз бе, Геннадий? Здравствуйте. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Рахатлер. Қалыңыз қалай? Как ваши дела? Нормально, все хорошо, потихоньку путешествую, так же, как и вы, занимаюсь своей карьерой, языками и так далее. Классно, классно, вообще круто. Можете немножко рассказать о себе нашим зрителям? Меня зовут Непряхин Геннадий, мне 34 года, я путешественник. Большую часть своих путешествий я путешествую автостопом с минимальным ограниченным количеством бюджета. Я учу языки, лингвоэнтузиаст. На данный момент я говорю на разных уровнях, на 9 языках, из которых на хорошем уровне и безостановочно, как говорится на португальском, флюидоменче, я говорю на 5 языках. Это якутский, русский, испанский, португальский, английский и немецкий говорю достаточно хорошо на уровне B1, B2. Хорошо. Вот. Также помимо этого я изучал татарский, башкирский и турецкий на бытовом уровне, поэтому я могу общаться на бытовые темы на уровне, наверное, А2. Вот. Очень отлично. Как раз моя тема — это различия, сходства тюркских языков, и поэтому мы с вами связались, да, поговорить о наших языках. Хорошо, получается, ваш родной язык якутский язык? Да, мой родной язык якутский, но так как мы живем на юге, у нас он немножко другой диалектики, ну, в принципе, можно, да, считать его якутским, особой версией якутского языка. Западной версии, да. Хорошо, хорошо. До вашей поездки, то есть до начала вашего путешествия, чем вы занимались в Якутии? Да, я в Якутии жил на юге, на юго-западе, недалеко от Талканского месторождения. Работал, после того, как я закончил университет, я уехал в Сургут, город Сургут, жил там 10 лет, работал в нефтегазовой отрасли по специальности геолог, а потом дослужился до геолога первой категории, замещал ведущего геолога, замещал начальника экспедиции по геологии. И так как я работал вахтами, я много путешествовал. Я мог себе позволить путешествия. У нас были 3-месячные отпуска, поэтому первое, что я сделал, это вложился в свое обучение, самообразование. И я всегда, сколько себя помню, с 2010 года я постоянно какой-то язык обучаю или как-то вот интересуюсь. Вот такие вещи у меня происходят. Хорошо. У меня как раз есть парочку вопросов о Сахалар, да? Правильно назвать Сахалар? Сахалар. Вопрос такой, почему у вас русские имена? У многих Сахалар русские имена. Давайте к вопросу о том, что я сам не являюсь этническим якутом, я перемешанный, да, то есть у нас есть и русские, и немцы есть у некоторых, да, и есть и тунгусы, потому что мы живем недалеко от подкаменной Тунгуски. Возможно, скорее всего, этнически и вообще физиологически мы ближе к ним, да, то есть как бы к этим народам, да. Конечно, в Центральной Якутии очень много данных имен, и также в Центральной Якутии очень много данных фамилий, и очень много фамилий таких коренных жителей, да, например, такие фамилии, как Варахсанов, Тарбахов, Уйгуланов, вот такие фамилии, это вот исконно якутские, Басагысов, да, якутские фамилии. Но так как у меня прапрадед был русский, поэтому у меня фамилия Непряхин, ну, бабки якутки, и поэтому вот как бы я больше похожа на... Потому что у меня бабушки больше такой внешности, и, наверное, скорее всего, они переженились, или вот их дети переженились, и вот произошло такое смешное. Мама у меня Терешкина, у нее фамилия тоже русская, но потому что у нее был прадед русский. И, скорее всего, этот процесс произошел из-за того, что было крещение,
То людей крестили, и из-за этого вот такой процесс произошел. И, соответственно, имена тоже. Есть же исконно якутские имена: Нюргун, Аян, Аяла, вот такие имена, да, Сардана. Но есть также такие имена, которые вот употребительные. Те, кто живет больше в контакте с русскоязычным населением, такие как мой район, да, Ленский район, у нас имена больше русские. Хорошо, значит, получается, большинство сахалар, они крещенные, да? Христианство? Нет, они язычники, но после 1917 года очень многие получили именно русские имена в силу того, что произошла вот христианизация. Можете рассказать традиции сахалар? Хотя бы парочку, какие традиции Парочку, есть? да, традиции, да. Во-первых, начнем, что считается, что сахалар, якуты, они, или якуты, они являются язычниками, но в собственной вере это как бы больше к тенгрианству, восходит к тенгрианству, потому что до сих пор это слово употребляется. Тангара означает Бог, то есть если в центральной Якутии они используют слово Аи, типа Бог, Создатель, да, то в нашем языке мы до сих пор говорим Тангара, то есть больше к тенгрианским каким-то традициям. У нас предпочитают кормить дух огня, дух воды, мы очень бережем природу, то есть как бы у нас нету такое, чтобы уничтожить что-то, у нас обязательно вот такое какое-то бережное отношение к природе. Например, охотник не может пристрелить просто так беременную самку лося или оленя. Это считается как бы немножко большим грехом, да, как бы такие базовые понятия, как огонь, вода, природа, солнце, это для нас боги или духи, скорее всего. Хорошо. Вот как раз вы рассказывали насчет тенгрианства. Наше путешествие началось с Алтайского края. Мы там также общались с алтайцами, но они, получается, как наши кыргызы, да, кыргыз, казах, очень похожи. Еще вы говорили слово «тангыр». У нас «тангыр» — это тоже как Бог. Да, «тангыр», мы тоже используем это слово. Да, из Средней Азии, да, и в быту это слово так настолько закрепилось у людей, что оно используется в быту в отношении типа, говорят, например, да, там, если кто-то плохое деяние сделал, о, тангара көрдө, типа, ну, Бог видит, типа, да, или Бог знает, типа, вот такие вещи, как бы, они вылетают, а люди не понимают, что это произошло-то, глубокий смысл слова, этимология, она идет глубоко в века, что оно пришло в Средней Азии или, скорее всего, народы, которые контактировали до 16-10 века нашей эры. А вы знаете, какие национальности в России живут, которые тюркоязычные? Конечно, знаю. Это у нас все, что далее Урала на восток. Это начнем с таких основных главных. Это татары, первое по количеству населения. Потом идут башкиры, потом идут чуваши. Дальше из тюркоязычных еще у нас якуты, долганы, нагайцы. Вот у них также они говорят тохто, ну стой, да, вот у них так четко выраженная вот лексика именно тюркская. И еще из таких знакомых, вот наверное, алтайцы ближе к ним, да, вот там, наверное, какие-то мелкие языки все равно сохранились, да, тюркоязычные вот какие-то. Хорошо. А как вы думаете, вот изучение тюркских языков это сложно? Вот именно не для тюркских национальностей. Да, во-первых, это другой речевой аппарат, который настроен по-другому, да, если в индоевропейских языках, которые Западной Европы, да, и вот англо-германских языках, германских языках, да, все настроено на логику, то в тюркских языках тоже есть логика, но она суффиксальная логика, то есть очень много суффиксов добавляется, да, например, есть такое, я всегда привожу пример, есть такое якутское слово, которое состоит из 48 букв и путем суффиксального добавления означает именно выражение, да, вот этого желания или нежелания, чтобы тебя заставили работать вилами, да, там, или не заставляли бы, лучше бы, как бы, но хотелось бы так, да, вот это выражение, это очень трудно передать, да, среднему носителю
а, западноевропейских языков, да, грубо говоря. И, соответственно, начнем с того, сколько падежей в казахском языке, скажи, пожалуйста. Падежей 7, наверное. Я сама уже не 7, помню, да. если честно. Да, 7 ну, должно быть. грубо говоря, если ты скажешь 7, то в якутском 8, да. Это уже огромная нагрузка между, грубо говоря, английским и нашими тюркскими языками, в которых до 8 падежей. Это очень огромная нагрузка на мозг, и это другое видение мира, да, то есть мы видим этот мир в 8 падежах, то есть наши отношения строятся намного шире, наши нейронные связи шире в этом плане, да, но зато русский язык богат тем, что, например, в нем очень много синонимов, очень много оборотов красивых, да, тоже вот в каждом языке своя изюминка. Но по шкале трудности я бы сказал, якутский, вот тюркские языки, турецкий, да, они стоят где-то чуть выше или чуть на уровне с русским языком, потому что в русском все же 6, а самые сложные это все-таки финский и венгерский в плане своей вот этой, в плане падежей, в плане времен, в плане именно видения мира тоже там сложно. Вот, даже вот фонетика языка очень сложная. Да. Получается, вы говорите на якутском, на татарском, на башкирском и уже на турецком. Когда вы говорите на одном из этих иностранных языков, вот эти 3, которые вы говорили, вы не путаете слова? Потому что слова очень похожи. Да, честно путаю, вот прям честно скажу. Приходится перестраивать мозг, потому что немножко... Ну, я не говорю, что я говорю на них прямо как, грубо говоря, как носитель, но я говорю на таком уровне, чтобы в быту как-то вот вести быт, да, как бы разговаривать на таком уровне где-то, который близится к А2. Вот. Б1 я до сих пор не осилил, но... все равно приходится включать именно тональность того языка. То есть, если башкирский, я должен быть немножко чуть-чуть грубее звучать. Если татарский, я мягче должен звучать. Если я якутский переключаю, то есть у меня должна больше работать передняя сторона, и язык я полностью должен постоянно языком касаться неба. Почти по-английски я должен произносить эти слова. Я тоже владею турецким языком, также, наверное, A2, но та же самая проблема, что у нас в казахском языке больше твердых звуков, а турецкий более мягкие. Вот когда я разговаривала на турецком, моя подруга говорила, немножко говори помягче. А у нас букв К, Г много, и я как-то их сливаю. Ну, это как вот переход с башкирского на татарский. Чтобы с башкирского на татарский перейти, надо просто создать мягкие условия, успокоиться и вот как-то создать около себя вот мягкую обстановку, да. То есть, потому что татары думают, они мягкий народ, они очень флексибильные, вот как-то вот, все-таки даже вот как говорят, да, в тюркских языках инфинитив в повелительном наклонении, да, тур, бар, кель, да, инфинитив. Да, это инфинитив, причем, да, как бы в повелительном наклонении. Сделай, спи, отдыхай, да, вот такие вещи уже как бы чувствуется, что это приказной тон, хотя это инфинитив, да, как бы. Говорят, что почему вот казахский язык немножко грубый, потому что казахи многие были воинами. Из-за этого язык грубый, из-за этого, как вы говорите, повелительные, как будто тур, джир, кель, бар. Да, то же самое ты повторяешь, только на свой лад, на свой muscle reduction, ну, на свою мускульную систему, да. То есть вот отпечаток культуры народа, конечно, очень сильно остается в языке. Так, следующий вопрос. Есть ли заимствованные русские слова в якутском языке? Очень много, к сожалению или к радости, очень много, потому что в якутском языке нету букв З, букв Ю нету, да, и как бы ПБ тоже там редуцирует немножко, вот. Мы не можем сказать вертолет, мы должны литературно говорить вертолет, да, вот такие вещи, да, то есть звуки мы должны редуцировать. А как дни недели вы говорите на якутском? Понедельник, пятница, ну как пятница, только вот на якутский лад говорят. Ну вообще у них есть нормальные названия, так как моя часть, где я живу, очень русифицирована, у нас многие слова выпали, просто такие обиходные слова выпали, к сожалению, а в центральной Якутии у них все-таки сохранилось, они говорят там на своем
Устран Сахатыла называется, чистый Сахатыла, да. У них вот есть намного, там институт больше развит в плане сохранения языковой культуры именно в домашних условиях, да, когда дети с детства учатся, даже свадьбы проходят на чисто якутском языке, и это вот когда приезжаешь туда, и ты сидишь, как будто ты как бы ничего и не знаешь, да, как бы такие тосты говорят, а ты не можешь так сказать, потому что у тебя ограничительная база. Как вы думаете, слово «карандаш» — это русское слово или, может, слово с других Нет, языков? это тюркского происхождения, я даже знаю ответ, потому что кара это означает черный, таш это камень. Да, Правильно. Да, здесь есть город, называется Капуташ, в Турции Капуташ называется, ну, соответственно... И Кара-Денис, да? Да, Кара-Денис, да, Ölü-Deniz, да, Мертвое море, Ölü-Deniz. Примерно, да, Мертвое море, да, и примерно носитель тюркского языка примерно поймет, о чем тут говорится, да, как бы. Если это все равно, что русский поехал в Сербию и читает какие-то надписи и примерно понимает, о чем идет речь. Ну, не точно, ну, примерно, хотя вот такое ощущение создается у носителя. Единственная странность, это когда ты видишь странные окончания, например, seviyorum, biliyorum, да, вот такие. А в нашем такого нету, вот очень много вот этого закрученного языка, да, как я это называю. В турецком это все надо закручивать, как-то вот произносить вот именно в таком смысле. А так, в целом, какой-то базис понятен в тюркских языках. Хорошо, а в каких странах Центральной Азии вы побывали? В странах Центральной Азии. Так, я посещал Казахстан, Китай, к сожалению, не материковый, да, там. Так, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и... так, в тех краях это. Все, вот Центральная Азия, вот эти. Хорошо, то есть вы уже посетили несколько тюркских народов, да, страны тюркских народов. Какой общий менталитет вы заметили, носители тюркских языков? Я заметил такую вещь, как уважение к старшим. Что мне очень нравится, пока старший человек не сядет кушать, все остальные не кушают. Это очень важно для создания в семье какой-то иерархии, правильной иерархии, да, то есть как бы добытчик должен садиться первый, потому что мужчина в Средней Азии это добытчик. Да, и это очень важно, я считаю, что не в том смысле, сейчас меня, наверное, феминистки неправильно поймут, не в том смысле, что он типа такой главный, весь хороший, нет, а в том смысле, что есть какой-то культ уважения. Наверное, поэтому, скорее всего, в Средней Азии очень мало выброшенных стариков, да, которые остались в доме престарелых, да, вот это в культуре это мало, я замечаю, да, если там на Западе как бы спокойно отдать свою маму или папу там, а в Средней Азии как-то к этому более относятся глубоко, понятливо, да, я помню, как у меня дедушка болел, и мама вот тоже вот как-то вот заботилась, чтобы он все равно вот он убирала за ним, кормила с ложечки, да, вот такие, это вот в восточных народах есть вот это, то есть вот какая-то вот человек изначально вот с такими настройками. Вот такие настройки мне, в принципе, очень понравились. Еще понравилось то, что вот ты, если гость, тебя постоянно очень хорошо встречают. Постоянно, да, то есть я ни разу не ночевал на улице, путешествуя автостопом. Практически нигде. То есть если ты стоишь и ты машину тормозишь, да, тебе спокойно могут предложить поспать. Спокойно я мог в мечеть зайти поспать, да, как бы мне никто ничего никогда не говорил, то есть мне вот эта черта хороша. Чай везде нальют, если денег нету на размен, в туалет можно сходить спокойно, как бы, не платя, да, грубо говоря. И вот эта вседоступность мечетей тоже очень хороша тем, что около мечети есть вот омывальни, да, и вода всегда есть, в принципе, для путешественника, который путешествовал со стопом, это очень важно. То есть даже можно в мечети и переночевать. Зачастую бывало так, что и в душ сходить, и переночевать. То есть это, ну, как бы вот такое вот гостеприимство я всегда замечаю. В каких городах Казахстана вы побывали и какой город вам по душе? Я бывал в очень многих городах Казахстана, но мне прямо вот хочется каждый раз возвращаться и посещать. Это у меня Шымкент.
который я много раз посещал и никогда не надоест. И обязательно Алматы мне очень нравится, потому что вот горы, воздух, люди, это просто, ну, как бы, что-то невероятное. А какие традиционные блюда попробовали? Да, казахские. Ну вот в то время, когда я ездил в разных своих ипостасях, скажу, потому что я и сыроедел, и веганом был. Вообще, у меня и в Сургуте казахи друзья есть. Они мне готовили бишмармак, суп лапша куриный, да, вот это осветленный с бульоном, очень понравился. И еще очень нравится вот это козы. Да, ну я как бы сейчас не ем такое, да. Конину тоже вот как-то мы заказывали, тоже вот, плов. Ну, плов я больше люблю ферганский. А в Казахстане именно вот почему-то вот мне в Казахстане очень нравится вот чай 95-й, да, вот это вот прям традиционно, вот это чай с молоком, даже вот какие-то сладости вот такие, которые готовят, да, домашние. И вообще выпечка казахская тоже очень нравится, да. Я подготовила для вас несколько слов и выражений. Так, на русском языке вы должны будете перевести на татарский, на башкирский, также на свой родной язык, на якутский, хорошо? Я буду говорить на казахском. Ну, я переведу на казахский язык. Посмотрим, насколько наши языки близки друг к другу, хорошо? Ну, сразу говорю, что я буду говорить, возможно, с акцентом, но как я это воспринимаю, потому что так как я А2, я буду говорить так, как я это слышу, хорошо? Возможно, там я могу отличаться от носителей, это не означает, что я там Хорошо. профессионал. Хорошо. Как ваши дела? Переводится на казахском языке. Қалыңыз қалай? На башкирский халяр нишек, можно сказать. Ну, я это чаще всего слышал, да. Или спрашивают эшагас нишек. Да. На татарском это будет сезнен эшагас нишек или просто эшагас нишек. Да, так будет. На якутском, как ваши дела, это будет звучать хайдаккынай. Хайдаккынай, да. Очень похоже на башкирский халяр нишек. Да. Но только там немножко по-другому звучит, конечно, но на Глагол звучание другой, и на кажется, да, интонацию- слово? Да, хайдакканы. Да. Следующее. Как ваше имя? На казахском есміңіз кім? На башкирском это будет исеме нисек. Исеме нисек, да. Как халяр нишек, только нисек, да, как, да. На татарском это будет исемегес нишек. Через Ч произносится, ничек. На якутском это будет атын кемих. Хорошо. У нас иногда, ну, у нас тоже говорят атын кім. Не только есміңіз кім, атыңыз кім можно говорить. Приятно познакомиться. Танысқаныма қуаныштымын. Чуть-чуть похоже, да. То есть глагол похож шатмын, да, вот этот. Ага. На башкирском это будет танушума шатмын. А на татарском более мягко будет биг шатмын или мин биг шатмын. На якутском? На якутском это будет нөрендергүй, можно сказать. Это очень официально, но вообще обычно говорят еще и дикарштевит. Вот так. Типа. Следующее слово спасибо. Рахмет. Ну, это универсально, у них рахмет и рахмет. Только кто-то говорят больше а в конце, рахмет, типа, а кто-то говорит больше как Между а и рахмет, рахмет. Ну, у них практически одинаково. В Татарстане очень, даже есть песня там Розалины Файрушина или кого там. Рахмет сизге говорят, да? Рахмет, Сизге рахмет. Да, вот так. Ну, как бы именно уважительно к вам, да. Хорошо. Следующее. Извините. Гафу етіңіз. По-башкирски это будет гафу итегас, а по-татарски это будет гафу итегас. По-якутски это будет барастыган, от слова прости. Следующее. До свидания. Көріскенше. По-башкирски это будет күрешебес. И также почти будет по-татарски күрешербес. Тут только там р добавляют, күрешербес. Да, вот так на якутском это будет көрсёх кадери. Хорошо. Следующее. Да. Я. Вот сразу скажу, что башкиры, что татары, они говорят а говорят или вот как-то вот звук такой, быстрой речи ты не узнаешь это, вот в зависимости от ситуации. Да. Ну, есть еще нормативная версия татарского, наверное, они говорят
На якутском, вот как бы не парадоксально звучало, оно вот в нашей бытовой речи звучит как ага, ага. Как очень похоже на ае, тоже ае, ага, типа вот ага, только назальный звук, ага. Хорошо, а как говорите слово «нет»? У нас «жок». Мгм, так грубенько, да, как в башкирском это юх, а в татарском юг, а в якутском это сох. А как слово «хорошо»? У нас «жахсы». Мгм, так, в башкирском это будет яхши, а в татарском это будет тоже яхши, да, только вот яхши у них яхши, а у башкиры больше яхши, как-то вот к между х, какой-то вот такой звук, я редко его улавливаю, но он есть у них такой, он немножко отличается от татарского этих яхши, ну хотя в беглой речи у них одинаково, наверное. В якутской речи хорошо это ючугей. Но сразу скажу, что есть очень интересное слово, да, в зависимости в каком контексте мы говорим хорошо, правильно, да? Есть такое слово чахче. Да, да. Он означает конкретный, хороший, ясный, и вот это вот, скорее всего, это слово пришло с этого в якутский язык, из этих тюркских языков, называется чахче. Следующее слово «помогите». Жардем етіңіз. Можно сказать ерзам. Булышу по-татарски. Но можно, они же тоже говорят итгс, как вы, да, там, например, ярзам итгс. Можно. По-татарски булышу, по-якутски камаляс. Хорошо. Добрый день. Хайрлы күн. Ну, практически так же будет и в башкирском и татарском. Хайрлы күн, одинаково. Замечали когда-нибудь, вот в Татарстан, Башкирию заезжаешь, вот такие надписи «Хайрлы юл», «Счастливого пути», вот это. Да, Замечала. Хайрлы юл, да. Вот, и, соответственно, вот это «Хайрлы күн», «күн» это солнце, и также можно как бы день в их языках. Также в якутском «күн» это день, но добрый день мы говорим «үтө күнінен». Следующее предложение «приходи домой пораньше». Үйге ертерек кел. По-башкирски сейчас домой иди, эгекель. Так, а как сказать пораньше? Элек эгекель. А по-татарски это будет элегрек эге хайтыс, наверное, вот типа что-то такое. По-якутски, да, по-якутски, наверное, будет это дигарет декаляр или дигарет декель, вот как. И несколько цветов. Черный. На казахском «хара». Ну, на башкирском почти так же хара, а на татарском кара, а на якутском хара. Хара такое х, четкое х, как в казахском. Следующее. Белый. Ак. В башкирском это будет ак, который как к вот здесь называют ак, а в этом татарском ак, в якутском это будет маган. Хорошо, теперь следующий вопрос, да? Какой-то, заключительный вопрос. Как вы думаете, можно ли создать единый тюркский язык, который могут все понять? Или не создать, может быть, один из этих тюркских языков может быть серединой, да, который все смогут понять? Да, можно создать его, типа, по примеру, эсперанто. Есть же язык еще лузофонов, есть такой язык созданный, сейчас скажу, в который смешивают все романские языки. Тоже очень хорошо на звучание. Его понимают испанцы, португальцы, галисийцы, его очень хорошо понимают. Итальянцы с усилием тоже понимают. Вот. Почему бы не создать, да, но тут вопрос о мягкости языка произойдет, да, очень много кочевых народов, у которых были кочевые, вот у них все-таки звуки тверже будет, а у некоторых мягче будет, из-за этого будет какое-то вот немножко недопонимание. Да, хорошо. Вот вы говорите на нескольких языках, да? Ну да, можно как бы как-то унифицировать, да, и, соответственно, вопрос сейчас встает же, знаешь, да, какой вопрос сейчас встает, о том, чтобы как сделать какую-то унифицированную азбуку языка, да, как бы азбука языка, то есть на латинице или все-таки на кириллице, как лучше, да, вот это вот сейчас идет такое вот волнение. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, чтобы что-то какое-то такое создали, но, опять-таки, все языки при этом потеряют свою, как бы, свою идентичность. Да?
идентичность, да, хотелось бы, чтобы они не теряли, потому что вот мне вот нравится, когда казахи говорят «жахсы», да, и все окей, да, как бы слышится, вот у них это органично смотрится, их речевой аппарат хорошо работает, яхши, когда говорят татар, все хорошо слышится, все органично, у них все, а когда как-то мы будем на каком-то языке, может быть, все-таки оставить это для английского? Но я вот имела в виду, не используя русский и английский язык, чтобы все тюркские народы друг друга понимали. Ну, язык, какой язык может быть серединой всех тюркских языков, по-вашему? Ну, по-моему, Я кажется, бы татарский даже язык. Ну, это, по-моему, да, так кажется. татарский может быть, уйгурский очень претендует на вот этот... Прям середина, чтобы все понимали друг Да, друга. да, татарский, наверное, вот где-то вот даже будет середина, да, я бы сказал. Потому что и носителей больше, и много написано на нем, да, как бы лингва франка может стать, да, татарский, да, потому что он очень понятный, очень мягкий. И, Да. Я вот слушала татарский язык, и мне показалось, что татарский близкий вот именно к турецкому языку. И также, с другой стороны, к казахскому языку, потому что казахский, ну, грубый, а турецкий, ну, не скажу, конечно, грубый, а звуки твердые, а в турецком мягкие звуки. А вот именно татарский прям посерединке стоит, что мы можем их понять, и турки их смогут спокойно понять, вообще идеально. Так, я сейчас скажу на турецком «Хош гелдениz». Теперь скажи это на своем. Хош келдиңиз. Да, действительно чувствуется. Я тут прямо вот открываю, а ты быстро закрываешь, да, звуки. Это говорит о том, что да, это чувствуется, да. Спасибо, Геннадий, было очень приятно с вами увидеться. Надеюсь, наше интервью понравилось нашим зрителям. Также желаю вам успехов, достижения ваших целей. Благодарю вас за эту беседу, мне очень понравилось, я столько вспомнил из того, что немножко забыл, может даже где-то я даже покопался. И еще очень хочу пожелать вашим подписчикам и вообще людям, которые вас смотрят, чтобы они изучали языки. Это очень интересный процесс. Это ты, когда изучаешь любой язык, ты включаешься в культуру народа, то есть ты как бы начинаешь думать, как эти люди, ты начинаешь примерять на себе психологию народа, и, конечно, ты обогащаешься. То есть, чем больше языков ты знаешь, тем больше... Была такая украинская пословица: сколько мов ты маешь, сколько разов ты людина, да, вот что-то такое. Могу ошибаться, конечно. Сколько языков знаешь, столько раз ты человек, в плане том, что в тебе ты становишься богаче. И, соответственно, и языки очень помогают тебе быстро коммуницировать, получать то, что ты хочешь, и язык, соответственно, помогает твоему мозгу образовывать новые нейронные связи. Не зря японцы после 65 лет изучают такие сложные языки, как финский, как венгерский, в которых по 15 и более падежей. Это о многом говорит. То есть для мозга очень важно знать языки. И не обязательно с первого раза стремиться к совершенству. Совершенство придет, даже если мы сегодня разговаривали. Возможно, у меня есть акценты и в башкирском, и татарском, но суть языка, слова и саму вот эту структуру я пытался передать в сегодняшнем интервью, чтобы вот как-то обозначить моменты схожие или наоборот различные. Хорошо. Спасибо огромное Спасибо еще вам, раз. желаю вам огромного развития, и будем уже в следующий раз, наверное, увидимся уже вживую и проведем интервью по языкам, про путешествия, саморазвитие и достижение целей. Благодарю вам, спасибо. Благодарю вас. До свидания. Құрметті көрермендерім, сіздерге сұхбат ұнады деген ойдамын. Жалпы менің YouTube контентім сіздерге ұнап жатса, бұл жердегі Данияр С қолдаушым сияқты менің кәсіпіме қолдауларыңызды жіберіп қойсаңыздар болады. Сонымен қатар менің Instagram аккаунттарыма тіркеліп қойыңыздар. Бірінде мен саяхатым жайлы бөлісемін, екіншісінде ағылшын тілі бойынша ақпараттармен бөлісетін боламын. Егер сіз мені Instagram аккаунтымда бақылап жүрсеңіздер, мен бірнеше мемлекеттерде болып келдім. Олар Грузия, Армения, Түркия, Индия, яғни Үндістан, Бангладеш, Таиланд, Вьетнам сияқты. Енді осы бірнеше мемлекеттерден көптеген видеороликтарымды YouTube каналыма жүктейтін боламын. Сол себепті менің каналыма дәл қазір тіркеліп, лепілді басып қойыңыздар. Қош көріскенше сау болыңыздар.